Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова и Иван Луцкан. Сегодня 4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. В республике динамика онкозаболеваемости такая же, как и в других регионах России. За 10 лет прирост составил более 31%. Ежегодно в Якутии регистрируют более 2000 новых случаев злокачественных новообразований. Насколько велика эта цифра, узнаем у гостей студии. Добрый вечер. На прямой связи с нами сегодня главный врач Якутского республиканского онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Лена Николаевна Афанасьева, заведующая отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Якутского республиканского онкологического диспансера, врач-хирург-онколог Петр Владимирович Никифоров и председатель Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Мать России» Прасковья Петровна Борисова. Еще раз добрый вечер. А мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос нашим гостям можно по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Лена Николаевна, число пациентов с онкозаболеваниями во всем мире растет, и в России тоже. Данные, которые мы озвучили в начале программы, это подтверждает. Информация о раке звучит в СМИ, публикуется в соцсетях, но люди до сих пор многого не знают об онкологических заболеваниях. Пожалуйста, расскажите нашим зрителям о статистике по Якутии. Какие виды рака выявляют у якутян чаще всего? Добрый вечер. Во-первых, огромное спасибо, что пригласили нас в года. Мы хотим сказать, что рост количества онкологических заболеваний все-таки очень разная тенденция. Рост во всем мире ежегодно более 17 миллионов новых случаев. А то, что касается Российской Федерации, только по данным 2015 года было выявлено 600 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. То, что касается нашей республики, более 2000 выявляется онкологических пациентов. При этом, конечно, это общемировая тенденция. Это практически во всех регионах Российской Федерации. В большей степени это связано, конечно, с возможностями ранней диагностики, своевременной и доступностью онкологической помощи, доступностью диагностики на первичном звене. И, конечно, мы же говорим о росте ожидаемой продолжительности жизни, соответственно, мы можем уже говорить о том, что все-таки увеличивается количество онкологических пациентов. Но то, что касается непосредственно какие локализации, то, собственно, у нас в республике первая лидирующая позиция – это, конечно, патология легких, то есть рак легкого. Далее рак молочной железы. И, конечно же, заболевание желудка, рак желудка на третьей позиции. Но, собственно, когда мы говорим о структуре заболеваемости, как правило, мы говорим отдельно про мужчин и про женщин. Ну, вот, наверное, следующий вопрос Петру Владимировичу. Вы один из основателей акции «Онкопоиск». Сколько уже якутян проверили свое здоровье с помощью этого проекта на сегодняшний день и какая его результативность в целом? Добрый вечер. Я один из, благодаря инициативе Лены Николаевны, наш онкодиспансер в этом году при поддержке главы республики, при поддержке Министерства здравоохранения, мы запустили сайт онкоскрининг онкопоиск.саха.рф. Да? На сегодняшний день за 4 месяца то, что мы провели, зарегистрировано в портале более 7 тысяч человек, из них прошли анкетирование по 5 локализациям более 8 тысяч человек. И провели обследование у более 4000 исследований в нашем диспансере по выявлению онкологических заболеваний ранней диагностики. Ну, а вообще в целом какая выявляемость в рамках этого проекта была? Ну, мы проводим скрининг. Мы понимаем, что скрининг – это обследование тех людей, у которых нет каких-либо жалоб и так далее. Да? У пациентов, у которых нет симптомов практически здорового числа населения. Поэтому выявляемость оно не должно быть выше 10% по данным Всемирной организации здравоохранения. На сегодняшний день мы выявили 3 случая злокачественного образования, и более 100 человек находятся с подозрением на злокачественное новообразование или предраковыми состояниями на диспансерном учете. Они будут ежемесячно или через определенный период
проходить диспансеризацию в нашем онкодиспансере. Вот это очень важно, да, что динамичное наблюдение у данных Да, вообще пациентов очень будет. важная акция, помогает выявить на ранних стадиях. Это одна из, действительно очень важная. И я помню, старт этой акции давал глава республики у нас. Прасковья Петровна, вопрос к вам. В рамках реализации проекта «Здоровая мама, здоровый ребенок» вы ежегодно проводите акцию «Якутия против рака груди» совместно с Минздравом, Минучреждениями республики. Вот сколько женщин воспользовались возможностью бесплатно пройти диагностику, и будет ли мероприятие в этом году? Добрый вечер. Да, мы реализуем наше движение, общественное движение «Матери России» в целях реализации всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Ежегодно 4 февраля участвуем в проведении акции «Розовая лента», которая направлена именно на профилактическую работу по борьбе с раком среди женщин. И в прошлом году, в 2020 году, мы провели широкомасштабную такую акцию с участием всех наших медицинских учреждений города Якутска, совместно с Министерством здравоохранения республики, с Управлением здравоохранения города Якутска и совместно со всеми медицинскими учреждениями, которые работают в этом направлении. И здесь горожане имели возможность именно получить профессиональные консультации ведущих онкологов, маммологов, а также пройти УЗИ-обследование, сдать анализы крови, обучились по самообследованию молочных желез. И также мы все-таки вот эту акцию провели не только в городе Якутске, но и в этой акции участвовали наши районы. В частности, это Лёкнинский район участвовал. И, конечно, мы старались широко привлечь наших женщин к этой акции. Наша задача общественной организации – это довести до наших женщин такую задачу, чтобы каждая женщина могла пройти такое обследование, которое находится именно когда есть медицинские такие услуги близко от нас, женщин, мы не имеем права отказываться и должны обязательно проходить. Вот наша задача научить женщин и как-то донести до их сердца и ума, что вот такие профосмотры обязательно нужны для целей профилактики, и сказать им, что рак на ранней стадии излечим. Вот как раз у нас на связи Прасковья Петровна. И в прошлом году, вот по итогу этой акции приняло участие более 2500 женщин. Да. Вот как раз у нас женщина на связи, она хочет задать вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Я хотела бы узнать, делают онкологическим больным прививки от коронавируса? Можно или нет? Вот я в больницу узнавала, двоякое мнение. Врачи не знают, можно делать или нет. Мне надо вот конкретно знать. Спасибо большое за вопрос. Лена Николаевна, наверное, вы ответите. Да, скорее я отвечу, наверное, на этот вопрос, потому что вопрос очень серьезный. Когда начала старт вакцинальная кампания против COVID-19, мы выходили на наши курирующие наши федеральные номинации онкологии имени Блохина и Герцена. Тоже мнение, вот вы правы, мнение двоякое, потому что на самом деле на сегодняшний день только начинается дизайн исследований для проведения вакцинации с Институтом Гамалея, онкологи и Институт Гамалея. Но достаточно быстро это все проходит, и через некоторое время мы, скорее всего, узнаем уже, как раз выйдут, наверное, методические рекомендации. А так, учитывая то, что все-таки мы, онкологи, понимаем, насколько важна профилактика, вакцинация, и понимаем, насколько бывают очень сложные осложнения от данного заболевания, то, конечно, при наличии очень стойкой ремиссии можно, конечно, подумать об этом, но при этом на себя очень большую ответственность берут доктора, которые делают это. И онкологи тоже с вами, и вы тоже.
Так что вот вопрос такой. И, конечно, я понимаю, что он вас не очень удовлетворил, но тем не менее на сегодняшний день ситуация такова, потому что заболевания новые, опыта пока ни у кого нет. Ни в мировом масштабе, ни в российском масштабе. Лена Николаевна, вот в продолжении темы как раз заболеваемости, вы в начале своего ответа говорили о том, что болеют и мужчины, и женщины, а есть какая-то статистика по общему количеству, сколько мужчин болеет, сколько женщин, кто, возможно, чаще, какие возрастные характеристики, молодеет ли рак или нет? Ну, вообще, то, что касается структуры заболеваемости, то, что мы говорили о том, какие локализации превалируют, какие локализации являются лидерами, мы, собственно, говорим о том, что все-таки заболеваемость у женщин и мужчин где больше, где меньше. На самом деле и там одинаково. Да, казалось бы, мужчины, наверное, в этой жизни большие фаталисты и меньше обращают внимание на свое здоровье, но на самом деле и мужчины, и женщины все стали обращать внимание на свое здоровье. Что касается возрастного диапазона выявленных пациентов, то он как раз максимальный пик заболеваемости приходится на возрастной диапазон 55-69 лет. И он одинаковый и у мужчин, и у женщин. Спасибо. Петр Владимирович, а какой вид рака обнаруживают чаще всего? Имеете в виду при онкоскрининге, да? Да. В рамках акции «Ваш онкопоиск». Да, в рамках акции учитывается, что у нас в республике, имеется в виду материально-техническая база нашей лучевой диагностики позволяет проводить низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки, мы чаще выявляем патологию легких у наших пациентов. Двое пациентов, которых мы говорили, установлен диагноз рак. Это пациенты с раком легких. А среди курящих больше, то есть пациенты курящие или не зависит? Конечно, курение является основным фактором развития рака легкого. Это безусловно, это доказано уже, поэтому курение – это как фактор риска развития рака легкого. Это практически один из основных факторов развития рака легкого. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 22% случаев курящие люди, если бы они не курили, они бы могли избежать этого заболевания. Так что курение – один из основных факторов риска развития онкологической патологии. Пассивные курильщики тоже, в общем-то, относятся к группе риска. Спасибо. Следующий вопрос на Прасковье Петровне. Общественное движение «Матери России» активно проводит политику в области здорового образа жизни и проводит огромное количество акций, связанных с этим. Одна из них – это «Здоровая мама, здоровый ребенок», и вы направляете в рамках данного проекта бригады медиков в труднодоступные населенные пункты, чтобы местные жители могли воспользоваться услугами медицинской помощи и пройти обследование специалистов. В каких районах уже удалось побывать, и есть ли там врач-онколог в этих бригадах? Да, мы ведем свою деятельность в рамках реализации соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия, акционерной компанией «Алроса» и целевым фондом будущего поколения Республики Саха-Якутия. И вот эти три ведомства помогают нам организовать такие выездные бригады узких специалистов в отдаленные северные улусы. С 2017 года по 2019 год мы побывали в 13 районах республики, где были выезды узкопрофильных специалистов, таких как которых не хватает в отдаленных, например, северных улусах. Это у нас, конечно, онкологи, это сурдологи, это аллергологи, это педиатры бывают широкого такого профиля, это также пульмонологи, урологи детские гинекологи и так далее. И наша цель – охватить обследованием и оказать медицинские услуги узких профильных специалистами нашего такое женское население и детское население. В 13 улусах, таких как Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский, Верхоянский, Момский, Абыйский, Жиганский, Усьянский, Имяконский, Алёпнинский, Негинский, Сунтарский, Хангаласский, мы всего охватили
где-то более 3500 человек, из них вот половина детского населения. И, конечно, врачей-онкологов на всех не хватило, но в 5 районах с нами ездили врачи-онкологи, маммологи и онкологи-гинекологи. И, конечно, они вот своим с аппаратом УЗИ и прямо на местах уже выявляли онкозаболевания. Хочу сказать, что вот даже в Ваймаконском улусе выявили злокачественное новообразование даже так клинически у одной женщины, и 2 были с подозрением приглашены в Республиканский маммологический центр, где они... У нас есть звонок как раз из района. Давайте послушаем. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем. Задавайте вопрос. Нет, или мне продолжить, да? Сейчас, Парасковья, секундочку. Там был с Неринги звонок, но, видимо, сорвался. Да, вы можете задавать свои вопросы по нашей горячей линии в прямом эфире. Это 8 41 12 42 14 39 или по номеру в WhatsApp. Это 8 914 273 44 88. Парасковья Петровна, вы договорить хотели? Да, вот мы в Ваймаконском улусе выявили с подозрением 2 женщин, которые были приглашены в Республиканский маммологический центр, где при подтверждении этого диагноза они были прооперированы на ранней стадии, и тем самым мы спасли жизнь этих 2 женщин. Ну, вот такой пример единичный, да, из поездки в Ваймаконский улус. Но, конечно, у нас еще выявляются и в других улусах тоже есть, и они всегда приглашаются вот в город Якутск для подтверждения этого диагноза. Поэтому такие выезды, они очень нужны нашим женщинам, проживающим в отдаленных, тем более северных улусах, где вот доступность таких врачей, как онкологов, недоступна, и эти поездки помогает выявить на ранней стадии такие злокачественные заболевания. Лена Николаевна, расскажите, пожалуйста, как обстоит ситуация с онкологической помощью в районах республики? То есть, где пациенты могут получить полный объем медицинских услуг, а где частичный? Спасибо за вопрос. Вообще, мне хотелось бы сказать, в данном случае, наверное, по организации онкологической помощи в республике нашей. Да? Она у нас, система онкологической помощи, она у нас трехуровневая. На первом уровне у нас смотровые кабинеты. Кстати, сегодня открылись клиниковые кабинеты во всех районах республики. Да? То есть те кабинеты, куда идут пациенты для выявления онкологической патологии. Далее, на первом уровне у нас первичные онкокабинеты в районах республики. И на втором уровне у нас межрайонные центры, да, или центры амбулаторной онкологической помощи. Их на сегодняшний день в нашей республике 13. В прошлом году открылось как раз 4 центра, несмотря на ковид, открылось 4 центра амбулаторной онкологической помощи. В этом году планируется открытие еще 2 центров амбулаторной онкологической помощи. И на третьем уровне онкологический диспансер. Что касается оказания онкологической помощи в районах республики, то в рамках национального проекта открыты центры амбулаторной онкологической помощи. Это центры в структуре центральных районных больниц в городе Якутске, это в структуре поликлиник города Якутска, в которых работают онкологи, такие же онкологи, как мы. И задача, которая стоит перед данными центрами, это ранняя своевременная диагностика онкологической патологии. Если мы если выявляется пациент, направляется в онкологический диспансер, где врачебной комиссии ставится диагноз. Кстати, не один онколог не вправе только один ставить диагноз. На самом деле ставит именно комиссии. То есть несколько онкологов ставят диагноз, кодируют и так далее. Да? Далее назначается в соответствии с клиническими рекомендациями соответствующая тактика ведения.
И если на определенном этапе, допустим, проведены химиотерапии, проверили пациент, и в последующем мы называем это адъювантные курсы химиотерапии, то их можно проводить уже как раз в центрах амбулаторно-онкологической помощи. Этих уровней схем очень много. И до определенного уровня, когда это такие, те схемы, которые можно проводить в районах, их проводят в районах. Что касается непосредственно арктической зоны, как раз те удаленные районы, то туда выезжает мультидисциплинарная бригада онкологов и проводят диагностический этап. И если мы видим, что есть пациенты, то уже госпитализирован онколист. У нас есть как раз телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Ага. Вопрос такой. Я заходила на сайт онкопоиска. Там почему-то нет тестов на проблемы с желудком. Вот куда обращаться, если у меня постоянно болит желудок уже 10 лет? Петр Владимирович, наверное, вы, да? Да. По поводу того, что почему нет скрининга рака желудка при нашем скрининговом сайте, да, потому что по всему миру, к сожалению, до сих пор нет достоверных данных по скринингу. То есть провести тотальную гастроскопию, то есть осмотр желудка с помощью видеоэндоскопа невозможно. Поэтому ввиду отсутствия вот таких программ Всемирной организации здравоохранения, его нет. Это, к сожалению, это во всем мире, скрининга такого нет. Но есть службы гастроэнтерологические, которые сначала проверяют наличие хеликобактер-теста, потом при каких-то клинических симптомах они могут назначать гастроскопию. В данном случае, если у пациентки беспокоит боли в желудке и так далее, следует обратиться к врачу по месту жительства. При необходимости врач отправит к нам на дообследование. Если позволите, я, наверное, еще дополню. Дело в том, что в мире есть программа скрининга, есть скрининг с доказанной эффективностью и с недоказанной эффективностью. То, о чем как раз Петр Владимирович сказал. Вот то, что касается тех 6 локализаций, это доказанная эффективность. Недоказанная эффективность, то, что касается желудка, это хеликобактер пилори. Это считается недоказанной скрининговой диагностикой. А то, что касается эндоскопическими исследованиями, видеоэндоскопическими исследованиями желудка, то это уже углубленная диагностика. Это не скрининг, это углубленная диагностика. Спасибо, Лена Николаевна. Вот еще Петру Владимировичу в дополнение вопрос. Онкопоиск в каких районах действует и как попасть на прием? На сегодняшний день мы онкопоиск запускаем в Миртинском районе. Благодаря IT-специалистам это, слава богу, все это продолжается. Мы планируем открыть нашу платформу всех САВОПов, которых существует в нашей республике. И надеемся, что и другие районы будут активно к этому подключаться. А в городе Якутске, те, которые находятся и вблизи города Якутска, они могут зайти через сайт onkopoisk.ru, пройти анкетирование, зарегистрироваться, пройти анкетирование. При наличии высокого фактора риска развития какого-либо заболевания по результатам анкетирования, они могут записаться на прием, выбрать дату и время обследования. Спасибо. Спасибо. Прасковья Петровна, а на каких врачей наибольший спрос в рамках вашего проекта «Здоровая мама, здоровый ребенок»? Понятно, что онкологи, а все ли специалисты могут помочь выявить рак? Да, узкие специалисты, которые ездят с нами, с нашими бригадами, это очень востребованы, и мы работаем, конечно, по заявке самих УЛУСов. Это в основном гастроэнтерологи, УЗИ-врачи, УЗИсты, урологи, гинекологи детские, аллергологи детские, сурдологи и детские неврологи, и для взрослых тоже неврологи. Вот эти специалисты, которые очень востребованы в наших отдаленных УЛУСах, и мы стараемся, конечно, по заявке самих УЛУСов укомплектовать бригады этими специалистами. А вот известно, что там бригады выезжают, и достаточно им тяжело добираться, и трудности они испытывают. Вот как часто приходится работать в таких условиях?
Ой, ну, конечно, все мы понимаем, что климатические условия, особенно в наших арктических северных полосах, сложные. Бывает, что мы по 2 дня сидим в портах, да. Бывает, что по бездорожью, например, вот в Устьянском улусе в 2019 году на вездеходе «Садко», вот бригада врачей по бездорожью проехала во время пурги 780 километров по маршруту Депутатский, Казачье, Устьянск. Конечно, это очень тяжелый путь был, но все-таки вот бригада добралась до конечного пункта Устьянска и провели свою работу. Конечно, надо отдать должное и поблагодарить наших таких врачей, которые вот, несмотря на такие сложные климатические условия, соглашаются выезжать для оказания медицинских услуг населению северных районов. Спасибо. Лена Николаевна, вот кроме акции «Онкопоиск», какие еще проекты федеральные реализуются на территории республики? Ну, значит, кроме акции «Онкопоиск», у нас очень много своих проектов, и федеральные, и региональные, непосредственно то, что связано с онкологическим диспансером. Очень хорошо была востребована акция, когда, ковид несколько, наверное, направил нас немножко в том направлении, когда надо искать внутренние ресурсы, да? Когда поликлиники все, конечно, работают с ковидом, конечно, очень большая нагрузка, да? Соответственно, мы, как онкологи, в двойной тоже борьбе и ковид, и онкология, и мы у себя стали проводить акции выходного дня, мы их называли акции «Выходной онколог». То есть к нам можно было в выходные дни попасть без направления с поликлиники. Вот если есть какие-то жалобы, люди могли прийти, позвонить и обратиться, записаться и прийти к нам на обследование. Кстати, очень эффективно оказалось. Порядка 20 человек мы выявили с нашей патологией, это вот получается ноябрь-декабрь, да, и при этом были выявлены пациенты на ранних стадиях, и даже была пациентка с первичным множественным образованием. Одна локализация 0,2 стадия, вторая 1 стадия. Да. Помимо всего прочего, выездные бригады наши, вот как раз мультидисциплинарные бригады на уровне федеральном это тоже делается. Многие регионы выезжают, такие как Красноярский район, Красноярский край, да, они очень часто выезжают в свои районы. Также и у нас это мультидисциплинарная бригада онкологов выезжают по районам республики. Буквально в прошлом году мы уже говорим период доковидный, ковидный и постковидный. Так вот, в доковидном периоде в прошлом году мы успели как раз выехать в районы, в 10 районов было, и очень эффективна была поездка, было 5 из них арктических районов. В общем-то, это было очень востребовано. Да? И вот то, что мультидисциплинарная бригада едет врач-хирург-онколог, онкогинеколог, врач лучевой диагностики, врач-эндоскопист, помимо всего прочего, едет средний медперсонал, медсестры выезжали, да, для того, чтобы проводить школу пациента, и для того, чтобы обучать население определенным навыкам при... Допустим, если при наличии, если есть пациент с онкологической патологией, который уже пролечился, и ему нужны элементы ухода, как раз этому обучали наши медицинские сестры. Это оказалось очень эффективно, очень нужное дело. В этом году мы, в общем-то, тоже будем это все продолжать. Лена Николаевна, а по каким вопросам пациенты могут обращаться на горячую линию онкодиспансера? То есть в каком случае звонить в регистратуру, а в каком по номеру записываться на прием? Значит, если на прием, то, конечно, это всегда звонят в регистратуру. Если какие-то моменты, которые касаются непосредственно
связанные, положим, вопросы какие-то по диагностике или еще что-то такое, на разъяснение, тогда, конечно, люди звонят, могут звонить на горячую линию. Да? Вот. И мы, учитывая вот этот период пандемийный, когда, к сожалению, мы не могли общаться с родственниками пациентов, да, потому что до этого у нас, собственно, никогда не закрывались двери, постоянно к нам ходили родственники пациентов, но учитывая эпидситуацию, когда мы должны соблюдать эпидемиологическое благополучие, собственно, мы для себя сделали такой момент, когда мы можем общаться совместно врач, пациент и родственник пациентов. Мы назвали это 3О, то есть общение, обход. Во время обхода это, как правило, бывает общение и обход. Когда вот можно прямо визуально видеозвонок сделать и поговорить. Такие моменты есть. Петр Владимирович, вот в рамках онкопоиска вы сказали, что вы определили там 100 человек, которые динамичное явление, у 3 выявили онкологическое заболевание. Вот сколько проходит времени для того, чтобы пройти вот это обследование? Какие, возможно, тревожные симптомы должны быть у человека, чтобы он пошел на онкопоиск и прошел его? Нет, то есть вообще должны быть какие-то симптомы или просто нужно всем идти? Да, если говорить про нашу систему, да, то система начинается у женщин с 18 лет. Да? Это скрининг рака молочной железы с 18 лет до 40 лет, это данные УЗИ. Скрининг рака шейки матки, это осмотр гинеколога, мазки цитологические для определения типа болезни шейки матки, да, статуса. Вот поэтому 18 лет начинается, основные виды скрининга начинаются с 40 лет, когда подтверждено, что риск развития при каких-либо наличии факторов риска развития, например, курение и так далее, с 40 лет мы начинаем их смотреть. Поэтому анкета открывается в зависимости от возраста и пациента. Если мужчина, например, 25 или 35 лет, то анкет может быть открыта только одна при носительстве вирусного гепатита. Поэтому таким образом они проходят отбор. А если уже есть симптомы, то необходимо обращаться к врачу. Да? Но мы таким образом сделали наши анкеты, что не только наличие факторов риска, да, плюс дополнительно мы добавили туда малые симптомы уха, для того, чтобы больше выявлять. Поэтому к нам пациенты идут и с симптомами, и те, которых просто факторы риска, да, развития заболевания. Вот поэтому у нас более 4000 человек пришли. Спасибо. Спасибо. Парасковья Петровна, помимо вот проекта «Здоровая мама, здоровый ребенок», про который мы разговаривали до этого, вы также один из инициаторов проекта «Белая роза Саха». Вот в каких районах он действует и сколько женщин выявили у себя онкологию на ранней стадии, пройдя обследование в этом центре? И как туда обратиться? Белая роза Саха сейчас у нас действует в Якутске, городе Якутске, и открыт филиал в городе Нерюнгри. Этот центр, конечно, очень такой востребованный центр среди наших женщин. И ежегодно проходит большое количество женщин, уже сами приходят женщины по своей заявке. Например, за прошлый год, за 2020 год, через этот центр «Белая роза Саха» в городе Якутске и городе Нерюнгри прошли более 15 тысяч женщин осмотр. И выявили злокачественное новообразование у 47 женщин. И выявляемость на ранней стадии составила где-то более 86%. Но это по стат-данным этих центров. Спасибо. Спасибо. Лена Николаевна, как думаете все-таки, чем связано позднее выявление рака? Люди не обращают внимания на свое здоровье или им некогда сходить на ту же самую диспансеризацию? В чем причина? Вопрос, конечно, очень хороший, потому что если говорить об ответственном отношении к своему здоровью, мы должны понимать, что
это не только отрасль здравоохранения, ответственность за наше здоровье. Это не только государство, которое, в принципе, делает очень многое. Вот это вот широкомасштабная диспансеризация, это государственная программа. В какой другой стране мира это есть? Это все в других странах мира, это все, ну, извините, платно из кошелька именно того человека, который проходит обследование. А тут все дается. Когда все дается, видимо, мы не особо ценим. На самом деле большая ответственность на самом человеке, на самом гражданине, потому что то, как не мы, должно быть ответственность за свое здоровье. Вот когда будет ответственное отношение к своему здоровью, когда наша ментальность поменяется, мы начнем ценить это все и понимать, что быть здоровым — это здорово, и это должно быть, и это правильно, ну, тогда, наверное, будет ситуация выправится. Потому что, как правило, то, что подается прямо на блюдечке и дается, это не ценится. Потому что мы начинаем: да мне некогда, да потом. Мы всегда считаем, что мы будем молодые и красивые, и нас это не коснется, ничего подобного. Рак касается, к сожалению, всех. И богатых, и бедных, и молодых, и старых, даже детей. Так что надо очень ответственно относиться к своему здоровью. Моменты информированности, они есть. Здравоохранение настолько на сегодняшний день открыто, да, и говорить о том, что здравоохранение в нашей республике не открыто, ничего подобного. Мы открыты все медицинские учреждения. Делается все для того, чтобы мы обратили на себя внимание. Но, к сожалению, вот я это говорю эмоционально, к сожалению, это не происходит. Мы теряем время. А ведь есть время, когда мы можем воздействовать, и когда мы можем выявить на ранней стадии, есть еще вопрос? На первой, тогда очень хорошее здоровье. Спасибо. Петр Владимирович, вот существует для женщин клиника «Белая роза» Саха, а для мужчин есть ли подобный проект? И какое место среди онкозаболеваний занимают мужские виды рака? Ну, для мужчин, к сожалению, на сегодняшний день таких скрининговых центров по выявлению именно раков репродуктивной системы у мужчин, к сожалению, нет. Да? Есть отдельные клиники, которые занимаются этими проблемами, но вот четких, таких как «Белая роза», организованной системы по оказанию или выявлению там заболеваний мужской половой сферы нет, к сожалению. Вот, поэтому это происходит в рамках диспансеризации. Самым главным основным заболеванием, структурой заболеваемости на втором месте на сегодняшний день стоит предстательной железы. А на первом месте все-таки это рак легкого. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Есть ли в отделении Нерюнгринском врач-аллерголог, чтобы можно было показаться и на наличие аллергии? С Нерюнгри вопрос. В «Белой розе» есть ли врач-аллерголог, и можно ли показаться на наличие аллергии? Это, наверное, в первичном звене, это в поликлинике, скорее всего, это не в «Белой розе», скорее всего. Да не в «Белой розе», да. И, наверное, не к онкологу. Вопрос был конкретно, вообще... про «Белую розу», наверное. Вопрос был про «Белую розу». Есть ли у вас там аллерголог в Нерюнгринском отделении? В «Белой розе» в Нерюнгринском аллерголога нет. Нету? Он в первичном звене, в Нерюнгринской ЦРБ, возможно, есть. Это надо уточнить, и мы позвоним человеку и доложим. Парасковья Петровна, вот вам в завершении нашего эфира вопрос. Вы один из тех активных деятелей матерей России, которые поддерживают различные направления движения, в том числе и семей с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вот как раз были погорельцы, когда вы помогали и пострадавшим от наводнения, тоже оказывали помощь. Вот в чем она заключалась и каким образом они могли к вам обратиться и получить эту поддержку? Я еще раз повторяю, что мы работаем в рамках реализации соглашения, которое мы заключали с Целевым фондом будущих поколений. И мы там предусмотрели средства для оказания помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Конечно, это небольшая такая сумма финансовая, но точечно мы уже конкретно семьи, которые попали
погорели во время пожара. И в частности, например, вот в 2018 году, да, было наводнение в Амгинском улусе, мы оказали одной многодетной семье тоже финансовую помощь, восстановление дома, который оказался под водой. Но такие единичные, конечно, это единичная помощь со стороны нашей общественной организации. На большее у нас нет финансовых средств на большее. В то же время, конечно, мы, чтобы оказать помощь в таких ситуациях, обращаемся в какие-то наши для оказания спонсорской помощи предприятия, нашим бизнес-сообществу и так далее. Вот таким образом идет помощь. Хочется поблагодарить наших гостей, поздравить Парскую Петровну Борисову с прошедшим днем рождения, а моих коллег Лену Николаевну и Петра Владимировича сегодня с, можно сказать, профессиональным праздником, Днем борьбы с раком. Спасибо нашим гостям за участие в прямом эфире. Разговор на такую непростую тему. Кстати, это важно. Вот тема рака у нас до сих пор табуирована. И до сих пор удивление и уважение вызывают люди, которые открыто пишут свои болезни, открыто об этом говорят. Мы приглашали на участие в программе нескольких пациентов, да, но они отказались, то их тоже можно понять. Ну что ж, на этом наш выпуск завершается. Следите за нашими анонсами. Я Ирина Ефимова, Иван Буцко. С вами прощаемся. До встречи в эфире. Пока-пока.